Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 121-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Заходите, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я же рада представити гості нашої студії. Це Олександр Кондратенко, військовий Збройних сил України, позивний Джон. А в мирне время політтехнолог, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ в 2014-2016 роках. Пане Олександре, вітаю вас. Добрый Слава вечер. Украине. Давно Слава не виделись? Украине, героям слава. Очень давно не виделись. Наконец-то встретились. Я рада вас приветствовать в этой студии. Я тоже рад. Я предлагаю нам переместиться на 24 февраля 2022 года и начать нашу беседу именно с этой даты. Вы сразу приняли решение идти в ВСУ? Как этот день, да, вы встретили? На второй день, собственно, первый день я встретил. Мои родные меня разбудили, сказали: Саша, началась война. На второй день я был в военкомате со своим товарищем. Позже к нам присоединился еще 2 моих друга. Вот. В первые дни забирали поваров, танкистов, гранатометчиков по специальностям. А мы вот как бы ходили туда-сюда каждый день до, наверное, дней 6 или 7. Потом один раз попали под минометный обстрел на призывном пункте. Ночью тоже выходили, оттуда был бой. И, собственно, через какое-то время просто даже перестали звонить. Сказали: вы там в 4-й очереди резерва и так далее. Ну, сложа руки, сидеть было сложно. То, что происходило уже в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. И я занимался волонтерством. Ездил на своей машине с вокзала на позиции ближе к Пущеводице, там со 133-й стоял и ночевал в окопах порой. Эвакуацией занимался. Ну, а потом все прекрасно видели, что начались прилеты ракет, да, и так далее. Ко мне домой ракета прилетела на Мостицкую. Вот. Искандер прилетел. Дом, вроде бы несущие конструкции остались целы, но и по сей день нету ни программы, ничего восстановления. Все за свой счет ремонтируют все, что там могут. Ну, это так. Но неожиданностью для вас это не стало, то, что происходит. Мы же с вами говорили в наших эфирах еще до начала широкомасштабного вторжения, и вы говорили, что высока вероятность того, что Россия нападет. Я тебе больше скажу. У меня последний эфир был 23 числа вечером. Да. На каком канале, не буду рекламировать, не суть, важно. И тема была вообще не про войну. Но как-то рельсы эти повернули в сторону войны. И, как сейчас помню фразу, я сказал, что это неизбежно, я не хочу в это верить. На следующий день началась война. Много чего происходило. А почему вы так все-таки были уверены? Да потому что история человечества, она циклична. Если проанализировать, как начиналась Первая мировая война, что и предшествовала Вторая мировая война, как движение капиталов происходило, как экономики менялись, как передел мира вообще планировался. Потому что зачастую можно прогнозировать такие вещи, исходя из порядка цифр, тех или иных, и разного рода заявлений, встреч и тому подобное. Собственно, неоднократно же в эфире объяснял, что мы стоим на пороге этого всего, когда на одну чашу весов стали Байден с Джонсоном и некоторые политические элиты Европейского Союза. А на другую сторону стали Германия, Франция, Российская Федерация и Китай.
Мы с вами это все активно обсуждали именно в тот момент, когда наши западные партнеры во главе Соединенных Штатов и Великобритании рассекречивали данные своей разведки о готовящейся войне, которую затеет Российская Федерация, и говорили это они в качестве превентивной меры, да, чтобы предупредить Россию. В то время как высшее политическое руководство Украины, все, министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности, разведки, Генштаб, президент Украины говорили о том, что все под контролем, и 100 тысяч войск у границ Украины, в принципе, это нормальная цифра, которая стоит на протяжении последних 8 лет. Почему вот так произошло? Собственно, скажем так, во-первых, разведка Российской Федерации очень сильно просчиталась тем, что их думали, что здесь их все будут встречать. Момент, связанный с тем, что все понимали вокруг, а наши не хотели верить. Не хочу ничего такого, мягко говоря, плохого сказать, но есть объективные какие-то факты, которые указывают на то, что все-таки часть территории Украины была либо же просто сдана, я имею в виду Херсонскую область, в Сумах там были проблемы, и после общения с руководством своего батальона и других батальонов, военнослужащие между собой же делятся информацией, не слухами, а действительно информацией. У всех очень много вопросов накопилось к нынешнему руководству страны. Собственно, почему так произошло? И в тот момент, когда кацапы были уже в Гостомеле, когда там уже были бои, информационная повестка была такова, что мы прогнали врага с нашей территории, когда они просто взяли и ушли. Они взяли, у них поступила команда, они взяли и ушли. С Киевской области. Да, просто, Гульсун, побывав на войне и вернувшись из ада, а по-другому это не назовешь, с Лисичанска, я вернулся 3 дня назад, ты понимаешь, что когда по тебе гатят 24/7, когда летят грады и мины не прекращаются ни на секунду, когда ты в туалет не можешь сходить от того, что свистит и надо постоянно ложиться, у тебя никогда в жизни, в твоих мыслях не промелькнет кого-то насиловать или что-то мародерить. Теперь возникает вопрос, как месяц под Киевом происходили вот эти ужасы? Потому что когда я зашел туда, со 133, когда еще ни одного журналиста не было, я столько трупов в своей жизни не видел. И это никогда не забудешь. А нам рассказывали, что там погибло сколько-то там людей. Там по лесопосадкам до сих пор людей находят. Поэтому вот эти вот сказки бабушки Арины, я прекрасно понимаю, пропаганда должна работать, нельзя общество пугать. Но вы должны быть честными со своим народом. Потому что когда я возвращаюсь сейчас в Киев, здесь войны нету, ее не существует, люди не понимают того, что происходит. Они просто не понимают. Если в начале войны ты подъезжал к заправке, все тебя обнимали и хлопали тебе, Сейчас? что ты такой, то сейчас приезжаешь, тебе еще могут и замечания сделать. Понимаешь, мы едем обратно с Лисы, и очень много блокпостов. Луганская область, там, Донецкая область, потом через Днепр, на Полтаву и в Киев. Это везде блокпосты и разные пароли. Так вот, чем дальше ты от Киева, тем меньше к тебе вопросов, потому что тебя бойцы обнимают, и по твоим лицам видно, откуда ты приехал или откуда ты едешь. А подъезжая к Киеву, начинают тебе кишки на руку наматывать. А как вы думаете, Киев рано расслабился? Да вообще все расслабились рано. На изжоге все должны сидеть. Вообще расслабились рано, что ракеты не прилетают. Еще один момент касаемо ракет. Вы же посмотрите, куда они прилетали. То есть я, например, страна-агрессор. Я хочу поработить и уничтожить соседнее государство со всей его нацией. Я что, буду по спальным районам стрелять? Я буду стрелять сразу по центру принятия решений. И не 2-3 ракетками, а одновременно. Так, чтобы сравнять с землей тех, кто принимает решения. Но этого почему-то не происходило. То есть, опять-таки, вопросы, как так? Почему летит? На Виноградар неоднократно. Борщеговка, Святошино, Нивки. ПВО? Хорошо, пусть ПВО. Но летит-то оно и попадает туда, куда не надо, грубо говоря. Летит оно, допустим, не знаю, в сторону центра условно. ПВО сбивает, и все эти ракеты почему-то падают и детонируют прямо возле зданий или прямо в зданиях у людей. Когда ПВО сбивает, ракета взрывается вверху.
Так работать должно ПВО, а не так, что оно сыпется на гражданское население. Надо успокоиться немножко, выпить воды. Но давай вернемся к 24-му. Как это все происходило. Сегодня какая-то история прямо из жизни. Вообще, объективно, добровольцев в Киеве было такое количество, что если бы нам всем раздали оружие, то даже если бы москали сюда зашли, это просто была бы бойня, их с каждого окна бы просто расстреливали и так далее. Оружия не было? В целом, да. Его не было. Хотя оно есть. Даже сейчас говорят, оружия нету, оно есть. Это как? Его много. Есть склады. На Востоке куча складов раздать оружие. А это как? Я не знаю как. Я рядовой. Я не принимаю решения. Да, на передке какое хочешь оружие. Просто мало кто умеет им пользоваться. Вот ДШК пришло, спрашиваю бойцов, кто умеет пользоваться ДШК? Никто. Садимся, изучаем. Как Сначала пользоваться. обучают, а потом пользуются. У меня парни мои из Харта в первый бой пошли по 8 патронов выстрелили. И они там 1,5 месяца простояли на нуле. И 77 атак отбили до последнего вот этого дня, когда нас разбила арта полностью. То есть, если бы нас Хорт не разбили, я бы сейчас здесь не сидел, я бы был еще там. И был еще долго. И в окружении, скорее всего, был бы. Потому что окружение неизбежно там. Если сейчас не предпринять никаких решений, все, кто в лесе находится, они все будут в окружении. То, что они отошли от Северодонецка, так это надо было делать еще 3 недели назад. Сегодня сообщили о том, что вооруженные силы Украины, непосредственно Юрий Бутусов, который тоже находился в Северодонецке, он сказал, что ВСУ отходят от Северодонецка. И если я не ошибаюсь, еще действительно месяц назад главнокомандующий ВСУ Залужный говорил о необходимости вывода украинских войск оттуда. Почему не выходили? Что там сейчас происходит? Сакральный смысл держать Северодонецк я не понимаю. Потому что он находится, во-первых, ниже Лисичанска. И если дать возможность кацапам зайти в Северодонецк, его можно спокойно равнять с землей. Вместе с ними, там сколько бы их там не было. Но приказ такой, что вот стояли до последнего, там, я не знаю, солдата и так далее. Президент Украины говорил о том, что в Северодонецке решается судьба Донбасса, намекая на то, что это стратегически важный город. Объективно, Зеленский в данном случае прав только с той простой причины, что если забирают Лисичанск, Северодонецк, Луганская область, все. Ну, это... По моим прогнозам, еще когда я не выходил в последние 2 дня в бункере на блокпосту, то я своему командованию так и говорил, что кино не будет, ребята, и дело пахнет жареным. На следующий день было жареное настолько, что из 28 моих пацанов 4 только своими ногами пришли. 20 двухсотых, 3 без вести, 2 двухсотых. У нас был очень тяжелый день. И потом еще были пару тяжелых дней, потому что началась авиация, по лисе начала плотно работать, и бог с ней, с той лесой, там рядом есть населенные пункты Тошковка, Орехово, Герске, их тоже равняют с землей. Кацапы применяют стратегию ведения войны «выжженная земля». Там, где они не могут пройти, они равняют все с землей. Они разбирают 5-этажки танками. То есть становятся танчики, мишки выходят и вот работают по 5-этажкам. То есть просто там стирают с лица. Абсолютно. Все. Вот пока не будет пепелища. До тех пор, пока оттуда еще кто-то каким-то патрончиком стреляет. Или где-то там что-то вылетело. Соотношение сил даже рядом не стояло. То есть у нас, например, арты, выход, 2-3 выхода, назад нам прилетает 30. Рвется все везде, всегда. Машины там живут час иногда. Или сутки живут машины. Колеса меняются. Вот я же говорю, в одну сторону едешь от бункера до КСП. Там, и все. Ты назад едешь уже на или пробитые колеса, или по тебе там прилетело, или так далее. И ты едешь вот так вот. И я так понимаю, у них много просто еще пушечного мяса, которое они просто кидают. У нас мои пацаны капитошку положили. Ну, капитана. Надо быть правильно говорить. Капитана. И у капитана были документы при себе. Из 280 человек личного его состава ни одной славянской фамилии. Так. Ну вот таких там туда отправляют. Кацапы играют так. Они берут вот это вот, вот этих вот ребят с раскосыми глазами и отправляют их на позиции, выявляют огневые точки. Потом по нашим огневым точкам работает плотно артиллерия, если мы в Зеленке, например, находимся.
и все. Потом заходит спецура. Либо дочищает, либо там дальше бои продолжаются и так далее. Нету... Если был паритет сил хотя бы в той же артиллерии, тогда там можно делать. Мало того, если бы у нас хорошие были квалифицированные специалисты, которые наводят. Я благодарен нашим партнерам, которые нам по ленд-лизу поставляют новое вооружение, но хромают еще ребята, которые им пользуются. Потому что по наши дронщики, по прилетам, то есть там разного рода позывные и так далее, как по рации работает. Вот есть выходы, спрашивают, где прилеты, а дронщики их не видят. А прилеты на 200 метров левее или правее. Потому что, стволы не новые, оружие же не новое. Если бы оно в пленочке запечатанное приходило, это оружие уже использовалось. Москалей как? Они отработали, есть 20 минут затишья. Они меняют стволы. И у них точно они кладут туда, куда надо. Но есть такая версия у многих военных аналитиков и экспертов, что сегодня идет война старого против новых технологий. И с поступлением более технологического оружия Украине, то преимущество будет на стороне вооруженных сил Украины, учитывая, что Россия там чуть ли уже не советские танки пускает на фронт. Это не так? Без этого. В основном то, что там передвигается, это мотолыги, это бэхи, БМД, боевые машины десанта и танчики. Все горит, оно прекрасно. То есть были прекрасные дни, когда наши ребята тушили там по 8-12 с личным составом. Просто шашлыки даже пацаны не успевали выскочить с этих железяк. Но то количество, сколько его там, сложно даже представить. И это даже еще терминаторы не заходили. Это танк последнего поколения в России, танковая дивизия, которая в Украину еще не заходила. Их сняли с белорусского направления и перебросили туда. Если они ломанутся 180 штучками, то когда прорывается 1-2 танчика, они такое могут наворотить, просто в городском бою, что мало не покажется. Их, конечно, в результате потушат. Но до этого они делают очень много плохих вещей. Вы сказали, мало кого встретишь на Донбассе со славянской фамилией. Понятно, что с Дальнего Востока туда отправляют пушечное мясо российское командование. А что касательно кадыровцев, они есть на Донбассе? Честно, я не видел. Я не видел. Возможно, группы ДРГ какие-то заходят. Объективно, там в самом городе за 200 или за 300 можно в любую секунду. И это касается не только самого Лисичанска, и тех города, которые рядом находятся, и даже дорога на Бахмут. Лисичанск сейчас держит оборону, правильно? Да, пока держит, но там он уже просто весь полыхает. То есть, условно, я, например, выезжаю в 5:30 утра, ездим мы приблизительно со скоростью 160, со свистами, скрипами и так далее. И машины что не бронированы. То ты выезжаешь, допустим, горит 2 дома. Через 3 минуты я возвращаюсь по той же дороге, горит 12 домов. И все это в разрывах, в осколках, и пробитие колес и так далее. И ты просто потом, сколько гари хватает, столько ты едешь. Если едешь вдоль зеленки, то всегда стволы в сторону зеленки. И если палят по тебе, ты в ответ стреляешь. Пане Олександре, мы упоминали с вами Херсон. Я предлагаю подключить к нашей беседе сейчас Сергія Хланя, радника голови Херсонської військової адміністрації з питань територіальної оборони. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Продовжимо нашу бесіду. Пане Сергію, вітаю вас. Чуєте мене? Да, витаю, доброго дня. Да, доброго дня. По Херсону есть несколько вопросов, потому что сегодня различные телеграм-каналы распространили видеоролик, в котором якобы идут бойцы ВСУ и говорят о том, что зашли в Херсон. Это так? Расскажите, что происходит сейчас по Херсону. Мне бы очень хотелось, конечно, зайти в Херсон, и захотелось бы очень, чтобы зашли наши вооруженные силы. К сожалению, такого нет. К сожалению, да. Но вместе с этим мы видим в сводках Генерального штаба ВСУ, что с каждым днем вокруг Херсонской области украинским вооруженным силам удается продвигаться. Наши вооруженные силы действительно имеют тактический успех по продвижению к Херсону.
Это радует. Очень плохая. Это дает второе дыхание каждому херсонцу и веру в скорейшее освобождение. И как раз на последнее время мы видим результаты точечные, но правильные и коллаборантами. И сегодняшнее уничтожение одного из коллаборантов, у них оккупационный департамента молоди и спорту, или как там они называют этот департамент. Поэтому он понес соответствующую меру наказания. И как раз наши партизанские освобождения, координируясь с вооруженными силами Украины, как раз дают такие вот точечные удары по уничтожению военной техники и боеприпасов в тылу оккупированной Херсонщины. И как раз вот синергия этих сил, продвигаясь все ближе и ближе к Херсону, дает надежду на скорейшее освобождение Херсонщины. А вот Нашу родную область мы обязательно освободим родной Херсон и родную Херсонщину. Пане Сергею, вот партизанские отряды, о которых вы говорите, они были сформированы еще до вторжения Российской Федерации на этой территории или постфактум, или, возможно, к ним еще примыкают граждане Украины из числа мирных жителей? Я думаю, мы обязательно со временем, после победы организации партизанского движения, безусловно, об этом мы еще напишем книги и расскажем. Но сейчас, я думаю, сейчас мы должны радоваться, что это движение усиливается, что оно координируется и выбивать оккупанта из нашей родной земли. И вот такой еще вопрос. Сообщалось, что российские оккупанты к 11 сентября, там у них какой-то день единения в России должен быть, планируют провести референдум на территории Херсонщины для инкорпорации этой территории в состав России. Замечаете ли вы определенную подготовку к этим процессам со стороны оккупантов в Херсоне, в Херсонской области непосредственно? Ну вот вы знаете, единственное, что меня настораживает, это то, что в последнее время избирательную документацию, которая находилась в архиве, избирательную документацию и реестр избирателей 2019 года выборов президента. Вот это вот меня настораживает, потому что все остальные которые они предпринимали ранее, они все рушились. Они не могут создать даже вертикаль свою коллаборацию. Для организации любого волеизъявления, даже фейкового, все равно нужна структура. У них избирателей и доступа к персональным данным. То сейчас они все-таки украли реестр избирателей. Это настораживает. Но я думаю, и в предыдущие разы херсонцы ломали все планы оккупантов как раз через свою сильную проукраинскую позицию. И мы до сентября разрушат их планы вооруженные силы Украины, которые освободят нашу родную землю. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чоксагл у нас. Слава Україні. Ну, ладно. Вы хотели задать вопрос, пан Александр? Да, я хотел Пане сказать, Сергею, спасибо. у нас вот пан Александр Кондратенко в студии хотел вам задать вопрос, если еще не успели отключить. Сереж, слышишь меня? Скажи, пожалуйста, Да. по твоей точке зрения, каким образом настолько быстро и стремительно москали прошли до Херсона и почему были разминированы все подходы в Херсон? Как ты думаешь, почему? Сложный Это вопрос, очень я больной понимаю. вопрос, и я абсолютно согласен, и он не один. И вопрос территориальной обороны, которая была по 22 год, и вопрос того, как перебрасывались наше число, и которая не могла даже укрепиться
до 24 числа, до вторжения. Там настолько много вопросов, это целый комплекс, Сереж, на ты который ответил мы на мой вопрос. обязательно, Спасибо. на который мы обязательно найдем ответ. Обязательно, И Сережа, обязательно. Это не останется безнаказанным. Дякую вам дуже, пане Сергію. Слава Україні! Дякую, що підключилися до нашого ефіру. Сергій Хлань був з нами на прямому зв'язку, радник голови Херсонської військової адміністрації з питань територіальної оборони. А коллаборанта в Херсоне был назначен гауляйтер Владимир Сальдо, да, и если я не ошибаюсь, он был известен, кстати, своими пророссийскими взглядами. Он был мэром Херсона аж несколько сроков. Вместе с этим там, если я не ошибаюсь, мэр Светогорска Владимир Бандур тоже после того, как захватили российские оккупанты этот город, он перешел на сторону так называемых ДНР. Как вы думаете, почему эти люди не были в фокусе внимания разведки, контрразведки? Вот это, наверное, из серии по поводу, что разминировали. Такие этот вопрос, почему не были во внимании и так далее. Гульсум, у меня нету ответа на этот вопрос. К сожалению, нету. Я когда буду знать четко, мы к этому вернемся. Но на сегодняшний день не надо там додумывать что-то. Почему нету? Потому что у нас 30 лет прогнившая система в стране агентами и так далее. Я не могу сказать, что эти люди просто были куплены, потому что у этих людей и так было предостаточно финансов жить спокойно, выехать и так далее. Как их там обрабатывали, возможно, они вербованы давным-давно. Сложно сказать, там что угодно может быть. Может быть, семью твою вывезли, тебе позвонили по телефону и сказали, ты либо делаешь так, либо ты их больше не увидишь. Что угодно. Мы можем сейчас только догадываться. Когда придет время суда, а оно неизбежно придет, не сейчас, не завтра, через какой-то промежуток времени, тогда все и вскроется. И если человек не будет что говорить, все просто, пальцы в дверной проем и скажет все, что надо. По-другому никак. Ну, они сейчас пытаются, насколько я понимаю, российские оккупанты территории Херсонской области, часть оккупированной Запорожской области, инкорпорировать в состав России. Это тоже будет. Это часть плана, как вы думаете? Это, скажем так, есть стратегические какие-то ориентиры, да, стратегия там захватить Украину за 3 дня, как они хотели. Обломилось им, конечно. Но тактические решения, если ты видишь, что сопротивление настолько сильное и так далее, и не получается реализовать какой-то там план в кратчайшие сроки, стратегия развивается на какие-то тактические решения. Вот сейчас они приходят к тому, что они пробили коридор сухопутный к Крыму спокойненько, заберут эту Луганскую, Донецкую область. Если не произойдет что-то сверхъестественное, у нас не появится сотни систем залпового огня, когда мы можем ударить по тылам. Мы и видим, но мы до них достать не можем. Просто выжечь их там и потом заходить. Но мы пока этого сделать не можем. А если и делаем, то где-то точечно. Нельзя объективно сказать по всей линии фронта. Возможно, в Херсонской области там наши так наступают, что мы в Лисичанске будем держаться до последнего, только чтобы они там это сделали. Но я пока таких сведений у меня нету. Даже вот Сережа сказал, что где-то там точечно продвинулись. Это, знаете, из серии, когда кацапы говорили, вот мы захватили эту область, а они просто на дороге стояли. Это то же самое. Поэтому не надо чего-то там додумывать, то чего нет. И поспешных каких-то выводов тоже делать не стоит. Да и вообще все высказывания должны сейчас быть настолько осторожными и аккуратными. А по Донбассу, если предположим, что российские оккупанты выйдут на административную границу Донецкой и Луганской областей, они остановятся? Нет, конечно. Они же как говорили, наша цель спецоперация освободить Донбасс. А там у них пропаганда уже настолько переменилась, что сначала они освобождали, потом они боролись с денацификацией, демилитаризацией и так далее, и все в этом русле. Они просто уничтожают нас. Уничтожают, и все. То, что они творят, это уничтожение народа. Мариуполь тому свидетельство. Гостомель, Буча, Ирпень. А сколько таких городов, про которые не говорят, которые тоже стерты с лица земли. Про Мощун же не говорят. Вроде рядышком. Мощуна нет. В Казаровичах заедьте, посмотрите. А вы заходили в Киевскую область? Конечно. Я во всю Киевскую область заходил. В Чернигово туда не ездил, а вот по Киевской области заходил. Лучше бы не заходил, серьезно. Спал бы лучше и спокойнее. Это хуже то, что нам показывали? В 10 раз.
Вам показали просто часть того, что уже поубирали. Это как в апокалипсис какой-то. Просто стреляли? Просто везде, везде, куда бы ты, Гульсум, не кинул глаз, везде лежат тела. Вдоль домов. Вот люди выходили просто с своих домов, они прямо вот тут и лежали. Это ужас один. Это не война, это такое нельзя прощать. Какие там братские народы? Все, забудьте. Пройдет какой-то промежуток времени в историческом плане, про Гитлера и его нацистов забудут. Вот этих петухов будут помнить как нацистами. Просто для понимания всем, кто нас смотрит. Друзья, к сожалению, это только начало. Но вы должны это понять, что это только начало. Все договоренности вокруг того, что происходит вокруг Украины и решается без нее, мы поле боя. Да, у нас духа хватит, у нас нашу нацию, мы из пепла поднимемся. Но ценой скольких жизней? Зеленский говорит, мы заберем Крым и так далее. Количеством скольких жизней? Кто ответит за то, что сейчас произошло? Вы думаете, там Мариуполь 22 тысячи человек? Вы думаете, сколько там проживало и сколько выехало? Вы же математику все в школе учили. Нам больше 80 тысяч людей лежит. И сколько их пропало, неизвестно. А мы все расслабились. Приезжаешь в Киев, все сидят, чай пьют. Да, экономика должна работать. Я согласен. Люди должны отдыхать и так далее. Но они не должны забывать, что мы сейчас находимся просто в очень серьезной ситуации, когда мы можем либо же вырулить в пад какой-то, как в шахматах, либо же в какой-то момент нам поставят мат. А жить под кацапами, ребята, вы не представляете, что они здесь будут творить. Будет все то же самое, что в Буче, в Ирпене, Востоке. Безнаказанность, и люди будут пропадать и так далее. Вы должны об этом думать. У вас здесь бизнеса, вы хотите работать, так вы должны их сохранить. Для того, чтобы это сделать, правительство страны в первую очередь должно переориентировать половину страны, хотя бы половину того, что есть, на военную экономику. Я не говорю все, чтобы мы сейчас все начали шить валенки и варежки на фронт. Нет. Я говорю о том, что госзаказ должен быть, чтобы мы дороже не покупали какие-то там байрактары, а покупали наши лелеки. Чтобы продовольствие, чтобы снабжение было плюс-минус одинаково. Не так, что в одних окопах голодные пацаны сидят, а в других пришли пайки, потому что волонтеры помогли. И благо у меня в моем подразделении с этим проблем не было. Но там времени нету даже кушать, чтобы вы понимали, и спать нету времени. Пан Александр, вы сказали, что все только начинается, что Киев расслабился. Беларусь. Сейчас мы видим, как Александр Лукашенко чуть ли не каждый день ездит к Путину. Путин к нему едет 30 июня на там какой-то форум. Что-то они там окапываются у границ Украины. Пусть они окапываются хоть до Пасхи следующей. Вопрос Лукашенко, он, собственно, очень сильно боится, что его же войска развернутся против него. Поэтому он всячески петляет от того, чтобы втягиваться в конфликт. Хотя он уже себе заработал на вышку, поэтому куда бы он ни крутился, какой бы исход ни был, Лукашенко прекрасно понимает, что это финиш. Ну, для него это финиш. Каким он будет, покажет время. Если дальше на него Гульсум надавит, да, Путин, либо же просто его уберет. Я не исключаю, что в какой-то момент там, не знаю, у Лукашенко сердечный приступ случится или так далее. Белорусы, они понимают, что часть кгбистов, которые там есть, они в любом случае будут воевать. Ну, а другие могут стать на нашу сторону, я не исключаю. И это был бы неплохой для нас вариант на самом деле. Потому что пока у нас локальный конфликт, на нас смотрят, типа, ну, локальный конфликт. Вообще война, она популярна первый месяц, может, второй. Да во всем мире. Потом это уже всех начинает раздражать. И отношения меняются и так далее. Европейских партнеров меняются отношения. Ну, свидетельство тому, как ведет себя Макрон, в конце концов, его высказывания. Ну, это отдельно, это геополитика. Там да, мы к ней еще вернемся. Ребята там по-своему играют в шахматы. Вот. Поэтому я не думаю... повторное нападение может быть? Дело в том, что если это, не дай бог, произойдет, то они все там и останутся. Никто из них не дойдет. Даже не дойдет в половину того, что они планируют. Их просто выжгут там, как... Не будет их. Вот все, кто нас смотрит где-то в Беларуси, ребята, думайте своей головой. Я вам серьезно говорю. Вам это уже не то, как это было 24 числа, далеко.
на протяжении последних 4 месяцев, а сегодня ровно 4 месяца, Да, как сегодня российские такая, оккупанты начали против нас эту широкомасштабную войну. И на протяжении 4 месяцев мы видим действительно беспрецедентную помощь и поддержку со стороны наших западных партнеров. Только военной помощи нам было выделено на миллиарды долларов, на сотни миллиардов долларов, которые продолжают выделяться. Вот только Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине финансовой помощи сегодня в размере на 9 миллиардов. Там военную помощь, очередной пакет военной помощи объявил вчера Байден на 400 миллионов долларов. И продолжается. И при этом этого недостаточно. И даже ленд-лиз этого недостаточно. Я правильно понимаю? Если бы оно все вот так скопом сразу пришло, и пришло со специалистами, которые умеют этим пользоваться, все, может быть, было бы достаточно, чтобы какой-то паритет был в вооружении. Но соотношение сил неравное, 1 к 15, это никуда не годится. Они выделяют деньги, но давайте спросим себя, для чего им это? Они находятся на другом континенте. Для чего им это? Для чего они выделяют деньги? Для чего им Украина? Для чего? Для чего этот конфликт? Кто от этого страдает больше всего? Британцы? Ну, по-моему, ответ очевидный. Смотри, британцы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжался. Потому что таким образом, когда там куча беженцев наших, Европейский Союз не мог 750 тысяч сирийцев выкашлять в течение 7 лет. Им тяжело было справляться. А сколько туда наших людей переехало? Сейчас уже поляки кричат, едьте к себе домой. Этим самым слабая становится Европа. Опять-таки, Российская Федерация за счет нашей крови они ослабляют санкциями всем остальным Российскую Федерацию. Они никогда не воюют на своей территории. Ни Штаты, ни британцы. Они воюют где угодно. Ну, только не там. Опять-таки, помнится не так давно. Кстати, у меня была возможность возле Старлинка. У нас там есть Старлинк. Да. Я зашел в интернет, и там... Привозят на фронт к вам Старлинки, да? Нет, они закопаны, мы их нам их привезли, и правильно закопаны, поэтому по ним пока не прилетало. Ну, уже не прилетало. Ну, слава богу. Да. Но посмотрел новость, там Дуда что-то рассказывал по поводу, у нас с украинцами не будет границ. Да. Какая замечательная новость. Не будет границ. Это как? Как это понять? Это то, что мы просто будем ходить через границу? Или это, может быть, что-то меняет? А теперь представь себе, Гульсум, ситуацию. Не дай бог, конечно. Сейчас забирают москали Луганскую, Донецкую область. Подбираются к Кривому Рогу, там вот это вот Херсонская область. Ну и все это вот так вот там тлеет. В какой-то момент наступление на Харьков. И забирают Харьковскую область. Сколько там областей? То есть Полтава, да, Киев, та-та-та. И тут наши партнеры Дуды, которые нас так любят, поляки, в какой-то момент говорят, украинцы, вы же так хотели Европейский Союз. Мы готовы вас принять. И 3 области вот так вот скажут, идите вы лесом. Мы хотим жить нормально и так далее. И Львов опять будет польским городом. Сепаратизм на Западной Украине, особенно в венгерской границе, у них там у всех паспорта. Вот это нельзя допустить ни в коем случае. И когда такие высказывания звучат, не надо кричать, вы наши там такие братья и все остальное. Историю читайте. Мы одни на этой планете Земля, одни. У нас есть ситуативные союзы. У нас есть партнеры, есть конкуренты. Они нам помогают, они что-то за это хотят. Но, может быть, они просто понимают, Они что боятся, если да, не остановить это тоже. россиян, то они Это пойдут вторая на них. сторона медали. Тоже может быть, имеет право быть. Представим Разве это не другого основной аргумент, что они понимают, Безусловно, что они будут но следующими? есть разные точки зрения. Я просто пытаюсь анализировать как аналитик. Безусловно, если оккупация полностью Украины, так как у этого идиота в Кремле не все в порядке с его имперскими амбициями, он завтра под дулами автомата погонит нас на Польшу. Вот эти последние заявления с прибалтами, там тоже не все так празднично и радужно, и все напряглись. Опять... А он может, вот, кстати, по поводу Финляндии, они там, Если по поводу откроется- Балтии, они же там проводят всякие ракетные учения, Если имитируя откроется- нападение. Если откроется еще один фронт, Да. мы немножко выдохнем. Нам будет полегче. Объективно будет полегче. Еще один фронт, если откроется, можно открыть шампанское наполовинку. Но Балтия — это страны НАТО. Конечно. Ввязаться с НАТО. Это Путин Третья это- мировая. Да. А вы уверены в том, что если российские оккупанты пойдут войной на Литву, то Североатлантический альянс задействует механизм 5 статьи о коллективной безопасности? Думаю, что задействует, но на этой шахматной доске есть еще другие игроки.
Есть такие ребята из Китая, которым очень нужен Тайвань и весь Тихоокеанский регион. Есть индусы, есть Иран, Ирак. Все попахивает большим шухером. Но пока мы Польша 1939 года. Все, кто нас смотрит, открывайте учебники истории, смотрите, как было тогда. Кто с кем встречался, кто кому сдавал, почему поляки сдались. И, вот в таком русле. Конечно, они помнят это все. Конечно, Дуда, как президент думающий, в конце концов, он это все помнит и поэтому говорит такие вещи. Может, он неправильно высказал, что у нас не будет границ. То есть у нас будет граница, но у нас будет упрощенное перемещение между странами. Как-то кто-то другое, возможно, имел в виду. Джонсон тоже помнит Вторую мировую войну. Он тоже помнит, что было в 1939 году, Мюнхенская конференция, Да. Чемберлен, договоренности, и то, к чему это привело, буквально через несколько месяцев началась Вторая мировая. У британцев своя история. У них свои имперские амбиции. Они хотят поднять опять свои колонии. Они Индию потеряли? Потеряли. Все разговоры, когда сюда приезжает Джонсон, они только об одном. Здесь должны будут стоять наши базы. Помнится, у нас с тобой был эфир, и мы разговаривали про 2 базы, когда нам хотели выделить сколько-то там миллиардов фунтов стерлингов на модернизацию 2 баз. Очаков и Северная. Это никуда не делось. Никуда. Они все преследуют свои интересы. А Соединенные Штаты, что думаете по поводу поддержки? Штатам тоже выгодно, чтобы здесь был конфликт. Выгодно. Они свой сжиженный газ будут в Европе толкать. Сейчас осень, начинается новый отопительный сезон. Риторика будет меняться вот так вот. Что-то как-то не получается, потому что от газа Европа отказаться пока не может от российского. Конечно, вся экономика земного шара завязана на углеводородах. Ничего нового пока не придумали. Есть альтернативные источники, но им не дают развиваться. Потому что экономика завязана на этом. Если от этой модели уйти, почему война началась, собственно? Потому что модель экономическая устарела. Все в кредитах живут, в долг. У нас долг между народный господи, как он там, внешний долг страны, там порядка 80 миллиардов. А у Штатов сколько? Триллионы долларов. Больше, конечно. Мы им еще в долг можем давать, если так по большому счету. А у нас получается так. Мы за 1,5 миллиарда долларов стоим в позе низкого преклонения, просим, дайте нам на газ. А в это время в тени экономики вращается почти 200 миллиардов долларов. Куда они деваются? Куда они деваются? Возьмите эти потоки, вы же, управленцы этого государства, отрежьте хотя бы на 30%, дайте людям вздохнуть. Рассчитайтесь с этими долгами, и потом развивайте свою страну, в экономику вкладывайте. В детей вкладывайте, с 5 лет патриотов воспитывайте. Тогда нация такая поднимется, что никому не захочется даже сюда нос сунуть. Чтобы сепаратизма этого не было, чтобы человек был горд. Со мной воевал дагестанец, грузин. И мне он говорит в машине, когда мы назад едем, а у него даже гражданства нет украинского. Говорит, я горд, что я делал эту форму, и плачет сидит. Кстати, по поводу иностранного легиона, по поводу военных, которые с других стран к нам приезжают. Их много? Я не знаю. Насколько много, немного, я мало там видел. Видел русскоязычных, там армяне, дагестанцы, грузины. Многие из них здесь живут уже давно. Кто-то даже с Востока защищает свой дом. Наемники, в ЧВК в любом случае какие-то есть. Помнится, тоже информационная какая-то была волна. Приехал к нам какой-то... Откуда? С Канады. Самый лучший снайпер считается в мире. Да. В разных военных точках он участвует. И вот его журналисты спрашивают, вы приехали на войну, а у вас ребенок родился 8 месяцев. Он говорит, я приехал защищать страну, демократию, и по списку, что мы там написали. Братан, ты людей любишь убивать, ты по всему миру катаешься убивать людей. Простыми словами, почему он приехал сюда? Вот и все, Гульсу. Вот это ответ. Потому что когда у тебя ребенку 8 месяцев, ты не едешь на другой конец земного шара защищать какую-то демократию, поверь мне. Это человек, который любит убивать людей. Он на нашей стороне, хвала, пусть их будет больше. Пусть их хоть сотни будут. Они защищают нас сейчас. И он же это за бабки делает. Они по зову сердца. Он профессионал, да, и он подготовит такие же профессионалы. Нам такие люди нужны. Семимильными шагами. Нам нужны хорошие минометчики, снайпера, чтобы работали в двойках, чтобы не один снайпер себе лежал. Корректировщики и так далее. Операторы байрактаров, операторы наших ЛЛЭК и так далее. У нас за это время было 12 дронов, не осталось ни одного.
Кстати, вот по поводу байрактаров хотела спросить, Я не насколько знаю, они их эффективны? Я не видел, не знаю, не видел. Наверное, эффективны, но я не видел их. Мгм. Я не видел, чтобы нам передали там где-то по связи, вот, прилет, это не наше, это где-то прилетел Байрактар. Я этого не видел. Может, он где-то там со стороны Херсонской области работает. Сколько их сбили, тоже никто не знает. А что Сколько их есть. касается местного населения Донбасса, Половина людей, это, откровенно говоря, сепаратисты. Они ждут. граждане Украины? Да, они ждут русский мир, блин, черт побери. И говорят, это все из-за вас, если бы вы не пришли, войны бы не было. Это Становится- результат пропаганды 8-летней или что? Безусловно. Да не 8-летний, 30-летний, Гульсум. Мгм. Не 8-летний, это давным-давно началось. Обидно становится, черт побери. И многие хотят с ними расправиться, но это люди, это гражданские люди. Мы обязаны защищать их и так далее. Но нас сдают там потрохами. Где ты Топят сидишь. за ДНР? Да они топят, я не знаю, за что они топят, но они не зомбированы настолько и не понимают вообще. Вообще ничего не понимают. Они такие, как будто они кацапы, которые ни черта не понимают. Которым любое дерьмо в голову впихнули, комочек слепили, и они хавают, и хавают, и хавают. И ты им, что бы ты им ни сказал, они это схавают. В этом отличие нас от них. Очевидно, Путин рассчитывал на такую реакцию по всей Украине. Безусловно. Я думаю, что именно о такой реакции шла речь. И агентура очень сильно оплошала их. Им, видимо, там где-то что-то рассказывали, что так будет, а на самом деле повернулось трохи не так. И опять-таки, помогать-то нам начали не сразу. Помогать-то нам начали спустя 15 дней. Ну, когда потому мы что уже дали западная отпор. разведка давала 96 часов на то, что Путину удастся блицкригом потом- пройти по Украине. А потом, увидев сопротивление, насколько я понимаю, уже Да, начали ну, поддерживать как в Украину. шахматах вот сюда пешечку поставили, сейчас ее съедят, а мы дальше эту партию отыграем. А пешечка дает бой. Пешечку надо усилить, пусть она станет хотя бы лошадью. И вот отсюда все пошло. А Есть теперь- такая теория, что вот страны старой Европы, какой мы ее называем, да, это Франция, Германия, они не знают, что делать с Украиной, которая выйдет победителем с этой войны. И поэтому задвигают вот такие условные Минск-3. Помните, Марио Драги предлагал условный Минск-3, и даже там в Организацию Объединенных Наций отправлял и так далее. Макрон со своими заявлениями, Шольц и так далее. Что вы думаете по этому поводу и по поводу в целом переговорного формата Только процесса? прозвучит это из офиса президента. Скорее всего, это озвучит не сам Зеленский, а Андрей Борисович Ермак, если он это озвучит. Эту власть просто снесут напрочь. Просто. Эти депутаты, министры и так далее, они не понимают всей проблематики того, что происходит. Что происходит в головах у военных, которые возвращаются. Что происходит вообще у общества. 90% населения без работы. Что такое голодные бунты? Читайте историю. 17-й год. Не дай Боже, это произойдет. Это будет крах всего и вся. А голодом, кстати, Путин сейчас не только весь мир шантажирует. Это больше информационная история. Объясню почему. Без нашей пшеницы, переориентировав там какие-то свои рынки и все остальное, спокойно люди выживут. Может, без кукурузы выживут. В конце концов, мы не весь земной шар кормили. Да, мы экспортеры третьи, или первые даже по некоторым культурам. Но в какой-то момент просто от этих культур могут отказаться. Без хлеба, это в нашем понимании, как украинцев, типа, хлеб должен быть на столе и так далее. В других странах хлеб могут даже практически вообще не есть. Ну, голод, манипулируют на теме голода и так далее. Там, где война, там всегда голод. Где война, всегда голод. Запомните это. Это не АТО, друзья, это не АТО. Это бойня. Надо осознать и перед тем, как вы ложитесь спать, задать себе вопрос, а что я сделал для победы нас, наших ребят на передовой? Нашим ребятам на передовой надо просто, чтобы они знали, что с их родными и близкими все в порядке, что у них будет что завтра поесть, что у нас будет снабжение, что у нас будет ротация, и что если я до 25 числа держусь кровь из носа, а меня осталось там фиг да нифига, то что меня поменяют, а не бросят на произволящее, кто кажет.
Потому что приказ «держитесь до последнего». Какой до последнего? 4 человека вернутся на позиции. Куда? И это же сплошь и рядом. Это же не только у нас такая история. Буквально вот Сложно. 2-3 минутки. Давайте что-то хорошее. На чем-то хорошем. Друзья, Да. вы же хотите что-то хорошее? Победа, как вы Конечно. ее видите? Победа! Российская Федерация не учит историю. Ребята, обломится им здесь, зубы они свои поломают. Будет фрагментация Российской Федерации. Когда это произойдет, ну... Фрагментация – это распад. Да. Очень много желающих, когда почувствуют кровь, начнут рвать этого медведя со всех сторон. Кстати, Токаев уже Японцы, почувствовал вроде. японцы и так далее. Такая вообще красавчик. Даст Бог, поможет нам. Все будет хорошо, все будет Украина. Слава Украине, героям слава. И пока есть такие люди, которые готовы сложить голову, хотя это неправильно, я всем своим ребятам говорю, мы туда едем не умирать, мы туда едем убивать. Но вы должны понять следующее, что если мы там сложим головы, или сложим мы там оружие, вы все здесь сложите головы, все. Это такова реальность, это просто тихий ужас. Поэтому надо быть, во-первых, нашим управленцам страны, наконец-то взяться за голову и запускать экономику. Каким образом вы это будете делать? Убирайте Гетманцева, убирайте те, которые реформы, они там все планируют и так далее. И начинайте переориентировать ее на военные рельсы. Хотя бы как-то вот так вот. Что мешает построить патронный завод? Это стоит копейки, $500 000. Патронный завод, чтобы у всех, кто здесь готовится, не возникало вопроса, а где взять патроны на стрельбище? Может купить? Знаешь, сколько стоит патрон на снайперскую винтовку 308 калибра? Сколько? 180 гривен. Сколько надо сделать выстрелов, чтобы пристрелять хотя бы одного снайпера? Больше 1000. Калькулируешь, сколько это? И по всем типам вооружения вот так вот. Поэтому... Но народ ведь у нас какой, пан Александр? Как поддерживает ВСУ? Народ- Только за несколько дней собрать, за 2 дня собрали На деньги на 2 Байрактар. Байрактара. Да. Это народ должен делать? Или это должно делать правительство и государство? Сколько денег сюда вливается? Да, они нам помогают, помощь такая, транши, но есть разные вливания. Вы должны понять, что большинство из этих вливаний – это кредиты, которые надо будет отдавать. И отдавать будете не вы, и не я, и не Гульсум. Отдавать будут ваши дети и внуки. Не забывайте об этом. Уехать отсюда можно всегда. Но вопрос, где хорошо, где нас нет. Надо любить свою страну, будьте патриотами. Воспитывайте своих детей патриотами. Тогда мы будем непобедимы. А мы и Дякую. так непобедимы. Дякую вам дуже, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава. Спасибо. Давай. Олександр Кондратенко, військовий Збройных сил Украины, позывной Джон, был гостем нашей студии. Я, к сожалению, с вами прощаюсь ненадолго, буквально на 8 минут. Эфир продолжает информационная программа «Заман». А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском. Не переключайтесь, оставайтесь с АТР. Крушкинча.